Этого мальчишку просто невозможно не любить. Своим оптимизмом и по-детски непринужденной улыбкой он сможет развеселить даже самого унылого человека. Рома Новиков. История его пока хоть и недолгой, всего 1,5 года жизни, поразила многих. Он родился с синдромом Аперта, с росшимися пальчиками на руках и ногах, неправильным развитием черепа и верхнего неба. Через что пришлось пройти семье Новиковых, осталось известно только им и Богу. За менее чем год Рома перенес 5 операций, 2 на голове и 3 на ручках. Последняя была проведена 30 августа. Пальчики разделили, но остался у нас большой палец. Так как оно более сложнее, там косточка с бедра, мы решили дать ему отдохнуть. А может и не будем совсем делать, потому что он сгибается на 90 градусов. То есть мучить еще раз не хочется, потому что впереди еще очень много, что нужно пройти. Пальчики ему нравятся, он удивляется, то есть пальчики начали функционировать, чувствовать вот эту мелкую моторику. Берет он фасоль, крошки, то есть это он все хватает, ему это интересно. Поэтому тонкий волосок находит, может схватить, дернуть. Он рад, а мы еще больше рады. Следующий этап у Ромашки начнется в конце октября. Мама Лена поедет с ним в Москву, в клинику челюстно-лицевой хирургии, решать вопрос о правильном формировании и расположении верхнего неба. В апреле будущего года будет решаться вопрос с операцией на голове, проще говоря, выдвижение глазниц, чтобы взгляд у мальчугана не был из-под лба. Все это планируется пока в режиме консультации, чтобы детский организм смог сделать передышку от такого большого количества уже перенесенных операций и наркоза. На сегодня Ромашка уже начал говорить отдельные слова, активно ползает, рисует, учится ходить и даже помогает убирать маме свои игрушки. В общем, мальчишка растет любознательным и активным. Поддержка людей, близких людей, даже незнакомых людей, это самое главное, поддержка, желание, то есть, бороться, делать из ребенка, показать результат, и что действительно ребенок, он сам захотел жить, и что мы должны ему помочь. Наша задача с мужем, наверное, помочь и достичь максимального результата, приспособить его к обществу, к нашему, дать понять, что он нужный человек в обществе. В преодолении такого посланного испытания нужно все. Терпение родителям. Роме, несмотря на возраст, колоссальное мужество. И всем им вместе взятым огромная вера. Вера, что все задуманное осуществится. Ведь чтобы успешно разделить пальчики, требовалось и небывалое мастерство докторов. Одно дело расцепить пальцы, другое взять кожу с живота у Ромки и приживить ее на ручках. Плюс ко всему вести постоянный контроль за малышом. И все это сделать удалось. На переезды, операции, консультации семья затратила больше 2 миллионов рублей. Эти средства каждый раз собирались буквально всем городом за короткие сроки. Мы с вами, уважаемые сибайцы, стали все практически крестными этому малышу, переживая за судьбу мальчугана, как за свою собственную. Хочется сказать, хочется собрать всех, но это мое желание, наверное, и просто сказать человеческое, наверное, спасибо. Действительно, это люди с большой буквы, которые, не остались они в стороне. Они всегда рядом, всегда узнают, всегда интересуются. То есть в любой ночью, не ночью, они готовы протянуть руку помощи. То есть хочется сказать им огромное спасибо, потому что, действительно, без вашей помощи мы бы, наверное, не прошли такой колоссальный, клевый такой путь. То есть результат Ромкин налицо, и это, наверное, благодаря вашей заслуге, вашему желанию помочь. Дай Бог вам, конечно, всем здоровья огромного. Именно после подобных встреч понимаешь, что когда можешь помочь кому-то, просто нужно делать это и радоваться, что Бог ответил на чьи-то молитвы через тебя. Елена Афанасьева, Радмир Синглув, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.